баарын чыгарса, мен унчукпай калмакмын. Анан өзүн эле жараштырып, монтаж кылып, кесип ушул чыгарып коюптур да. Очень мне жаль, что теперь не могу я исполнять песню Марата Алыбаева «Жашоо керемет». Дело в том, что только что позвонила его дочка и сказала, что даст разрешение на исполнение только в том случае, если я заплачу $20 000. Я сказала, что я эту песню исполняю буквально с 5 даже лет. И на большую сцену я попала именно с этой песней. То есть эта песня, является талисманом моей творчестве. И она не стала меня слушать, сказала, что обратиться всем органам. И если я сейчас заплачу ей сумму, которую она просит, то я могу исполнять эту песню. Махаббатым деген ыр болуш керек, э? Нет, Махаббат көлү. Махаббат көлү, да? Да. Вот мне Махаббат деле жазып коюптур. И 2 песни, да, у меня в репертуаре. Да, и Жашоо. И Жашоо керемет бар, да, ошол экөөнүн боюнча мага айтышкан экен. Сиз Марат Алыбаев агабыздын кызы экенсиз, э? Ооба. Мен 7 жашымда Таластан ошол Марат байке ошол ырды мага белек кылган. Анан 8 жашымда 1-классымда Жүрөк эстрада театрына кастинг болгондо ошол ырды ырдап барып, анан группага киргем, да. И это первая песня, которую я исполнила на большой сцене. Спорт ордосунда концерт болгондо ошондо аранжировка жасатып берип, анан ошол ырды мен ырдап чыккан биринчи жолу сахнага. Сиз 7 жашта болгондо ошондо канчанчы жылы болгон? Бул 98-жыл. 98-жылы деп атасыз, э? Талас шаарында деп атасыз, э? Папам болсо 95-жылы 13 ноябрда каза болгон. Ошондо он никак не мог вам подарить, вот честное слово. Когда мне было, может быть, я не знаю, 5 лет, может быть, 4, я не знаю, но как бы я с этой песней как бы выросла, да, так сказать. Но я тоже выросла, все выросли, Анжелика. Просто вы должны сейчас понять, что элдин ыры болуп калган. Элдин ыры эмес, бул болсо деген папам жазган бул ырды. Анан так как папа мой умер, он же должен же как-то свою оставить наследство, да? Мен 7 жашыман бери ырдап келатып, анан кийин 30га чыкканда разрешение сурап калам деп өзүңүз ойлосоңуз, кандай болуп калат? Не, просто это же не просто там где-то песня валяется, да? Это там у этой песни есть. Жашоо керемет деп ырдап. Да, и это еще многие артисты пели. То мой юрист говорит, за те вот эти 3 года, то, что вы поете, все равно... Не 3 года, я пою 23 года. Ну, хорошо, даже 23 года. Дома пою, может быть, у себя просто в студии пою. Нет, вы не дома поете, Анжелика, вы не в студии поете, вы поете в общественных местах, вы делаете аранжировку. Обновила песню, я сейчас только обновила песню, но я на большую сцену попала именно с этой песней. Я знаю, в 97-м году, я знаю, да. Но то, что вы... сразу не выходили, как Жүрөк Асылбековне тогда, когда... Потому что мне было тоже 7 лет. Когда вам было 7 лет, мне тоже было 7 лет, понимаете? И когда я уже выросла, да, вот сейчас выросла, у нас есть в Кыргызской республике есть законы, есть авторские права, понимаете? Я прекрасно знаю, конечно, у меня... У всех есть. Да, вот вы сейчас, да, нотариально все должно быть. Ну, алардын бардыгы адекватная сумма спрашивают. Хорошо, адекватная сумма для вас сколько? Вот ваш юрист говорит $100. Извините меня, $100 это ни о чем. $100 без аранжировки, без ничего, просто авторское право на исполнение на год, на 2, на 3. На 3 года $100 одна песня, да? Мы сначала спросили у вашего юриста. Мы говорим, а какую сумму вы предлагаете? Он нам говорит $100. Сейчас за $100 что можно сделать? Вот вы мне скажите.
А $100 как зарабатывают? Вы знаете? Извините меня, я тоже знаю, как $100 зарабатывается. Мой папа тоже Да. писал песни, сочинял, сидел, моя мама это все терпела. И тоже папа, если он был бы жив, он бы тоже зарабатывал бы на своих Ну, песнях. без исполнителей, наверное, эти песни не выходили бы в народ. Но мне все равно сейчас, кто будет ее исполнять? Хоть Айчурек Эдже будет исполнять. Сколько мы оплачивали? 10 тысяч сом, это максимум, то, что я оплачивала просто авторам песен к 15-летней давности. Да? Берили Ирбарменде. 10 тысяч сом, да? Ну, это те же $100 получается. 150. 150. 10 тысяч сомов я не согласна, сразу говорю. Потому что, не знаю, хотя бы по $3000 давайте за одну песню. Я не говорю уже по 5000. $3000 каякта бар да ойлойсуз? Я не знаю. Что вы от меня хотите сейчас? Скажите, мне просто переживать нельзя, я на больничном. Мне тоже переживать нельзя, У меня сейчас понимаете? не хочется состояние, я на ваше заявление напишу. Я Сколько же на вы вас хотите? не давлю. Да, давите, $3000 вымогаете. Я у вас не вымогаю. Я вам предлагаю. На меня. Да. Я подам на вас в суд. Меня. Я сначала напишу на вас заявление в РОВД, то, что вы украли у меня песни. 2 Вы песни. что? Да. Как я украла, можете доказать? Очень много доказательств у меня. Например? Например, все ваши видео, клипы. То, что вы поете на свадьбах. Ваш отец. Но это ни о чем, понимаете? Вы сейчас говорите... Вам было 5 лет, мне было 5 лет. Как он вам подарил? Вот вы мне скажите, вы мне... Он, когда в 95-м году умер, до 95-м году, он даже не знал про вас. Понимаете? Я еще под столом бегали. Моя мама вам полностью доказывает. Я 3 годика еще пела «Роза Гулю» возле ЦУМа. У меня такое видео есть. Но это не, Анжелика, это ни о 4 чем. годика я пою. Это И ни 5 о лет чем. я тоже пела эту песню. И я просто ни о чем не думаю. 7 лет пошла на кастинг, и с 8 лет на сцене пою эту песню. Вам было 8 лет, мне было 8 лет. Понимаете, это когда маленькие были. Вы же уже взрослая женщина, адекватная женщина. Вы начинаете вымогать у меня деньги. Я у вас не вымогаю. Я Это у вас... нормально? Хорошо, Анжелика, давайте ваш юрист и мой юрист будет договариваться. Я напишу об этом пост, что вы шантажируете, вымогаете деньги. А я напишу пост, что вы обманываете, интервью даете. И вообще наш разговор записывается. Пожалуйста, у меня тоже. Просто не надо мне говорить, что я у вас шантажирую или вымогаю. $3000 суратпайсыз сизден. А вы говорите 10 тысяч сомов. Извините меня, это что за деньги? 10 тысяч сомов? Почему? Мен үшін ақча, но за такой хит, который это давнейшие песни, понимаете? Давай қояйыншы, мақұл, атаңыздың арбағы разы болсыншы. Мақұл, бітті. Мақұл. Ақшасы бар, $3000 бар, $20000 бар, адам ырдасынан да сіздің атаңыздың. Мақұл. Хорошо, мы свяжемся с Вы вашим этим юристом. обижаете меня и, наверное, всех моих слушателей. Хорошо? До Я свидания. не буду петь. Мой ответ, я не буду петь. Обращайтесь куда хотите. До свидания.